Привет всем! Сегодня я нахожусь в кафе Snack Inn. Здесь каждый желающий может сыграть в квесты, покушать домашнюю кухню и хорошо отдохнуть. В кинотеатрах нашего города с 21 мая премьера фильма «Земля будущего» с Джорджем Клуни и Хью Лори в главной роли. С каждой новой секундой у будущего все меньше шансов. Это не мое. Что не твое? Значок. Я в жизни... Что если есть место? Пап, он тебе не кажется, странным? Тайное место, где нет ничего невозможного. Ты что, не видишь? Кейси, хватит! Уходи! Пса не видишь, что ли? Круто. Возьмите меня с собой. С собой? Куда? Откуда у тебя это? Кто ты вообще? Тебе открылось место, где лучшие умы человечества собрались, чтобы изменить этот мир. Мы искали такую, как ты, очень-очень долго. Зачем? Там что-то случилось? Что-то плохое? Тебя выследили. Кто? Бегом! Скорей! Это мы спрятались, что ли? Путь в один конец. Нас уже ждут. Давайте, за мной. Почему именно я? Он считает, ты исправишь будущее. Страшно? Хотите увидеть землю будущего? А в арт-клубе Infinity в эту субботу будет выступление гитариста Георгия Каноника, а в пятницу концерт группы Дзиов. В воскресенье в республику приезжает настоящий праздник, футбольный праздник. В честь 20-летия чемпионства Владикавказской Алании будет матч всех звезд Алании против футбольного клуба Нефчи. Будет захватывающее зрелище с обилием голов, футбольный праздник. Не забываем про ночную жизнь в клубе 49, каждые выходные и заряд позитива для любителей клубной музыки. В пятницу выступает диджей Рома Бергер и диджей Вогас, а в субботу девишник диджей Рома Бергер радует нас прекрасной музыкой. Несмотря на то, что Тома далеко, ее гневные сообщения о том, чтобы я не забывал выставки и театры, доходят до меня вовремя. 22 мая в 16:00 в Союзе художников состоится выставка «Крымский почерк». Обязательно пойдите, Тома всем советует. Ну а в Русском академическом театре 23 мая в 17:00 спектакль «Недоразумение». Сегодня в гостях у Видеофиши один из самых популярных тату-мастеров нашего города, Алан Кочнов, больше известный как Снак. Привет, Алан. Привет, Артем. Первый вопрос такой, почему ты решил связать свою жизнь с тату? Да было несложно, как-то в 13 лет первую свою сделал и уже, понятно было. Я не знал, конечно, что сам буду бить, но знал, что точно забьюсь. Но я еще не забился, так, пока на пути. Скажи, вот ясно, что татуировки не так популярны в нашей республике, это правда? Очень популярно, уже очень. Последние несколько лет, конечно, за счет интернета, там какие-то звезды, певцы, все в татуировках, и, естественно, все на них смотрят, о, я хочу тату. Алан, расскажи нам подробнее про Snack Inn. Буквально месяца полтора назад я, наконец, открыл, свою, грубо говоря, мечту, идею такую, открыть тату-кафе, где ты можешь сразу и забиться, покушать домашней какой-то еды вкусной, В принципе, идея
осуществлена. Вот. И потихоньку пытаюсь как-то нормализовать работу заведения, но пока я доволен результатами. Вот. Ну, плюс небольшое нововведение у нас в республике. Мы открыли первую квест-комнату в Осетии. Вот такого еще не было. Это, ну, уже в России, ну, в центральной России, там Москва, Питер набрало вообще популярность нереальную. Это комната, куда запускают там от 2 до 4 до 5 человек, которые за час должны выбраться из комнаты, решить там все головоломки, найти какие-то пароли, ключи. Вот. И, ну, мы посмотрели как-то, давай сделаем, давай. И вот буквально через месяц комната готова, запускаем тестеров, все довольны, и давай запускаем людей, все рады. Интересно узнать, больше людей приходит покушать или поиграть в квесты, или же набить татуировку? Честно говоря, как-то я не сопоставлял, не считал, вот все идет, вот все, бывает день, кто-то в комнате, кто-то кушает, кто-то тут, я там забиваю кого-то, я даже не могу сориентироваться, иногда все там своим делом занимаются, и мне очень нравится такая обстановка, когда вот такой творится какой-то небольшой хаос в рамках одного заведения. Именно этого я и хотел добиться, когда открывал его. Все ясно, тату, квест-рум, но чем еще помимо этого ты занимаешься? Есть ли у тебя хобби? Ну, пытаюсь путешествовать. Там Азия, не Азия, горы, очень люблю экстрим, скейтбординг, сноубординг, не знаю, велоспорт, то есть пытаюсь охватить как можно больше всяких бордингов, серфинг, вот, ну, пока удается. Сейчас вот застрял с кафешкой, не могу пока выбраться, но надеюсь, чуть позже смогу продолжить изучение новых мест и видов спорта. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? А можно с собой из будущего встретиться? Затусить с ним? На досках погонять, там татухи побить друг другу. Было бы прикольно. Снак, было очень приятно с тобой пообщаться. Приятно было с тобой поговорить. Приходи обязательно и покушать, и в квест-рум зайти. Хотя не обещаю, что ты выйдешь оттуда, но приходи. Не скажу, что я решусь на татуировку, но покушать и поиграть в квесты я к тебе приду. Спасибо большое, пока. Удачи.